Добрый день, уважаемые товарищи. У меня есть опыт обучения водителей. Я в армии, в учебном батальоне преподавал устройство автомобиля ЗИЛ и устройство автомобиля КАМАЗ. Потом 28 лет у меня свой бизнес. И приходят люди, не готовые к этой работе. Их нужно всему учить. Прочитав вчерашние комментарии о фитингах, я понял, что интерес большой, а картина неполная. Будем исправлять. Вот фитинги автомобиля КАМАЗ советского производства. А это автомобиля КАЗ-4540 дизельная колхида. А вот это вот автомобиля МАЗ-500. А вот это вот автомобили ЗИЛ. А вот это кран ручного тормоза автобуса Неоплан 70-го года выпуска. Такие фитинги применялись в Европе с 60-х по конец 80-х. Такие вот фитинги сегодня применяет МАЗ-КАМАЗ. Ну, слава богу, хоть такие, а не те, что были раньше. А вот те фитинги, которые я считаю самыми лучшими в мире. Те разборные, у которых вот здесь вот откручиваешь вот здесь вот и вовнутрь вытаскиваешь трубочку, потом новую запихаешь, зажимаешь и работаешь. Они бывают и как соединители вот такие вот разного диаметра. Эти фитинги можно применять везде. В тормоза. Их можно применять в топливную систему низкого давления. Их можно применять в гидравлическую систему сцепления автомобиля. А вот те фитинги, которые можно механическим образом наверх загонять на них трубочки. Которые потоньше, вот такие вот, их можно рукой трубочку одеть без проблем. Которые потолще, большого диаметра, здесь надо трубочку погреть или зажать ее в тиски и, надев наверх гайку, забить этот штуцер. А вот эти, они предназначены под шланги и под хомут. А вот эти вот, я их не люблю. Их ставить в тормоза категорически запрещено. Хотя некоторые сервисы ставят. Эти от вибрации, они соединяются, рассоединяются, простите. И пропадают на ходу тормоза, из-за чего случаются аварии, клинят колеса на энергоаккумуляторах. У них вставляются вот такие штучки на уменьшение диаметра, вот, чтобы разные диаметры были. Это вот непосредственно мановская конструкция. Такие же бывают на Renault Premium. Это вот ключи для фитингов. Пластиковые съемники. Они вот вставляются в эти вот быстросъемы. Вот. И эти быстросъемные, о которых я вчера говорил, легко, без проблем рассоединяются. А это вот те ключи.
Вот переснимите, обращайтесь в свои магазины, и там купите такие штучки без проблем. Все это везде продается. Вам главное код. Вот я вам показываю код. А это вот кто-то из горы слесарей взял в 2 быстросъема, загнал заглушки. Сейчас их отсюда не достанешь. Этот быстросъем стоит 5 евро, а просто заглушка стоит около евро. Ну, дурак, ну что сделаешь. Это тоже быстросъемы, но они под ключ из нержавейки. Этот ключ стоит 50 евро. Ну, как бы сказать, я их в магазине не встречал, и такой необходимости ставить эти у меня нет. Мне хватает вот таких вот, если надо, я применяю. У меня их целые коробки новые. Вот эти гаечки на 28. И когда загорит, бывает, рожковый ключ проскакивает, а накидной, он мелкогранный, тоже проскакивает. Я нигде за 28 лет не мог найти ключ на 28. Ну, случайно нашел это вот моего родного дяди ключ. Он 21 год как умер. Где он его взял, понятия не имею. Это то ли ленд-лиз, то ли от ГДРовской техники. Все европейские производители грузовиков оборудовали и оборудуют свои автомобили однослойной трубкой пневматической системы. А вот Volvo модели F12 оборудована двухслойной трубкой пневматической системы. Эта трубка имеет двойную стенку. Изнутри белая, снаружи черная. Она же двойная по толщине. А вот подавляющее большинство соединителей, особенно профессиональных, которых можно ставить везде, имеют наружный и внутренний диаметр. И они рассчитаны на однослойные тонкие трубки. И потому у Volvo F12 очень маленький выбор. Есть, конечно, возможность поставить вот такие в ресивер. Они подходят на некоторые трубки, не на все, потому что у них другой внутренний диаметр. Вот обычно трубка рвется, протирается посередине. И таким не соединишь. И вот у Volvo есть возможность ставить такие дешевые соединители. Вот такие вот. Вот такие вот. Даже не поставишь вот такой, потому что он имеет внутренний диаметр. Конечно, выпускаются под F12, но уже машин этих нет. Когда-то они были, но с других машин на F-ку не подходят. И вот потому бывший водитель, приобретенный мною Volvo F12, ездил вот с этим дешевым турецким соединителем, который в любой момент может слететь. Я найду на разборке двойную толстую трубочку и ее поменяю. Ну и напоследок. Последних 40 лет на всех грузовиках европейского производства стоят вот такие спиральки. С одной стороны они привинчиваются вот здесь, сиденья они завинчиваются, автомобильные вот здесь. А здесь они вот соединяются с
пневмосистемой автомобиля и имеют вот такие крышечки. Эти крышечки срываются вот так вот, если надо вам снять сиденье. Утапливаются они вот так вот. Снимаются, естественно. Так вот закрываются, чтобы нечаянно водитель не рассоединил. До новых встреч, уважаемые товарищи!